при финансовой поддержке Руслана Альбертовича Шагабутдинова, ТАИФ разработали, например, тест-систему для определения COVID-19. Что получилось в результате симбиоза науки и социально ответственного бизнеса, презентует Рустаму Минниханову. Когда мы вакцинацию проводим, возможно, чтобы долгий ящик не уходил. Если у вас гарантия есть, уже не надо большие тесты проводить. Используйте вот это. Скрининговый. Президенту рассказали, сейчас в республике также создаются 2 прототипа вакцины от коронавируса и ведутся исследования передовых методов лечения и предотвращения онкозаболеваний. Наш центр был создан Казанским федеральным университетом при поддержке ТАИФа, то есть Руслан Альбертович Шагабутдинов и другие акционеры ТАИФа создали специальную некоммерческую организацию, которая финансирует наши биомедицинские трансляционные исследования. Борьба с коронавирусом – главной темой самой коллегии. С началом пандемии в республике был создан специальный оперативный штаб. Он начал координировать работу всех ведомств. На передовой пандемии более 50 лечебных учреждений и 17 тысяч медработников. За 100 дней была построена инфекционная больница. Самое главное – огромный опыт. Я помню, что было в феврале, как будто мы рядом с Чернобылем стояли. Ну, на самом деле, это серьезная угроза, но сегодня медицинские работники спокойно работают, все в режиме нормальном. Задача на этот год от президента – реабилитация пациентов, перенесших коронавирус, разработка специальных лечебных программ. У нас 41 или 42 санатория. Конечно, нам максимально надо задействовать и разработать программу реабилитации. Она не может быть шаблонной для всех, разные отклонения, разные проблемы. В минувшем году Татарстан выполнил почти все целевые показатели национального проекта здравоохранения. Одно «но» – общая смертность выросла. Хотя цифры 2020-го самые низкие в Поволжье, но таких печальных показателей у нас не было с начала нулевых. Как отметили, во многом на это повлияло отсутствие плановой помощи и диспансеризации населения в пандемию. Рост смертности отмечается в приграничных районах республики, что повторяет также географию общей смертности. Отдельно хочу остановиться на показателях смертности на дому. Это показатель отражает доступность стационарной помощи и говорит о недостаточной работе первичного звена. Такая высокая смертность на дому, как в Вознакаевском, Ютазинском, Муслюмовском, Арском, Тетюшском районах, просто недопустима. Главным врачам больниц предстоит объяснение мне лично. От врачей ждут и более уважительного отношения к пациентам. Как отметил глава Минздрава, много жалоб поступает на грубость медработников, и пандемия здесь неуважительная причина. Достаточно много претензий высказывают наши граждане по вопросу грубого отношения медицинских работников. Это, коллеги, недопустимо. Убежден, что Ассоциация медицинских работников недостаточно работает по данному вопросу. Задачей ближайших дней всего этого года – вакцинация от коронавируса. В Татарстане планируют привить 1,5 миллиона человек. Самое главное, наши пациенты не должны успокоиться. Вот мне 1 укол сделали, 2 уже сделали. Ведь вся эта система будет работать только через 2 месяца. Вот этот момент надо говорить. Люди должны соблюдать все меры. Также в Татарстане начинается 3-летний федеральный проект по модернизации первичного звена. Будут строить новые поликлиники, оснащать их медицинским оборудованием и машинами скорой помощи. Несмотря на вызовы времени, система здравоохранения республики выдерживает натиск коронавируса, за что и благодарность президента всем медицинским работникам. Хочу пожелать вам всем и вашим семьям, чтобы все было у вас хорошо. Бекзур Ахмад Сизга. Дмитрий Ринин, Ренат Сафин, ТНВ, Казань. Закажи рекламу на ТНВ. Телефон в Казани 5 705 100.